Доброе утро, Республика! Наконец-то наступил долгожданный понедельник, новая рабочая неделя, новые эмоции, новые новости. Ну и, конечно, прекрасное настроение. Утро Якутии приветствует всех дорогих и любимых телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И эту неделю буду с вами я, Дарья Анкехова. Ну и, как всегда, в начале нашего эфира позвольте проанонсировать, что же ждет нас в течение ближайшего часа. Ну, конечно, сегодня у нас будут очень интересные гости. С одним из них мы поговорим на очень такую праздничную тему. Это День профсоюзного работника. А второй гость будет по не менее интересной теме. Это грядущий фестиваль «Зима начинается с Якутии». Совсем скоро, конечно, одно из главных событий это будет выставка ледовых скульптур, и хотелось бы узнать, кто будет участвовать в этом конкурсе сегодня, и об этом мы узнаем чуть позже. Также у нас будут постоянные рубрики. В рубрике «Совет юриста» мы поговорим о том, как же обезопасить себя при сделке на приобретение автомобиля. Там есть свои нюансы, и я думаю, наши советы вам обязательно пригодятся. Ну а еще мы, конечно, узнаем с вами полезную информацию в мире гороскопа, ведь в понедельник мы уже планируем свою неделю, и, возможно, именно советы астролога помогут вам. Но я думаю, не будем вас томить, и мы начинаем. Температура воздуха в центральных районах на 6 утра была на отметке минус 30 градусов. В заречной группе 32-41 ниже 0. В южных районах до минус 25. В Вилюйской группе 24 ниже 0, в Нижнеленских 26-35 градусов со знаком минус. В западных районах до минус 25. В Колымын-Дигирской группе улусов 14-21 ниже 0, в Янских до минус 34. На северо-западе 12-20 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 28 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 23 градусов. Ну а сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы и узнать, какие же новости произошли за эти выходные на территории нашей республики и далеко за ее пределами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. За 10 месяцев этого года Россия и Турция нарастили объем торговли в сфере сельского хозяйства. И экспорт из России в Турцию увеличился, и импорт турецкой продукции. Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак. Так, за 10 месяцев товарооборот сельхозпродукции вырос более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшено обеспечение безопасности пищевой продукции, предоставляемой из обеих сторон. Также, по словам вице-премьера, у России и Турции хорошие перспективы взаимодействия в сферах ядерной медицины, производства изделий из композитных материалов, редких металлов, накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах. В коммунальных сетях снизилось количество аварий. Об этом сообщил министр строительства России Ирак Файзуллин, рассказывая о подготовке к осенне-зимнему периоду. С сентября в ЖКХ произошло почти 2400 аварий. Это на 8,5% меньше, чем в прошлом году. Устранение аварий в рамках регламентных сроков не более 6 часов находится на контроле Минстроя, отметил министр. Отопительный период штатно запущен во всех регионах, сообщил Файзуллин. Матерям 2 и более детей предложили сократить рабочий день на 1 час в неделю. Законопроект направлен в правительство депутатами Госдумы. Такую меру поддержки предлагают распространить на матерей 2 и более несовершеннолетних детей при сохранении заработной платы на прежнем уровне. По словам депутатов, утверждение дополнительного часа для мам с 2 и более детьми сделает их жизнь удобнее. Речь идет о времени на дела, которые необходимо решить в течение дня, посетить с ребенком врача или отвезти на секцию.
Более 50 тысяч инструментов закупили для российских школ искусств и других образовательных учреждений по нацпроекту «Культура». Об этом сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная. Нацпроект рассчитан до 2024 года. На сегодняшний день по всей стране новыми музыкальными инструментами оснастили более 1500 образовательных организаций, детских школ искусств и училищ. Поставки идут активно, сказала замминистра, а к следующему году по всей стране оснастить новыми инструментами и оборудованием должны 1800 детских школ искусств и училищ. Алмаз-Эргиенбанк, победителю Банкиады 2023. В Якутске завершились спортивные соревнования среди сотрудников банковского сектора. В течение полугода банкиры состязались в 10 видах спорта, таких как шашки, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, стритбол, полевая стрельба, дартс, плавание, киберспорт и волейбол. Перед заключительными соревнованиями по волейболу на чемпионство претендовали несколько команд. Этап прошел в спорткомплексе «Стерх», где команды играли по круговой системе. По итогам 4 встреч сборная Алмаз-Эргиенбанка набрала максимальное количество очков и впервые в своей истории стала чемпионом Банкиады. В этом году соревновались 7 команд: Алмаз-Эргиенбанк, Нацбанк, Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, а также сборная команда Альфа-банка и АТБ. Ну, во-первых, хочу сказать, что за время пандемии и определенный момент, промежуток был, когда Банкиада не проводилась, для нас, работников банковской сферы, работников интеллектуального труда, особенно важно поддерживать себя в форме, заниматься именно физическими упражнениями и спортом. И мы, конечно, очень приветствовали, что Национальный банк вновь организовывает, значит, нашу Банкиаду. А мы продолжаем наш утренний эфир. И я рада представить вам моего соведущего этого утра. Это Максим Эверстов. Максим – это сотрудник Национальной библиотеки Якутии, наш рубрикант. Максим, доброе утро. Даша, привет. Я думаю, многие наши телезрители, кто следит за нашим эфиром, знакомы с тобой, да? Ты ведешь нашу рубрику, то есть работать на камеру для тебя не впервые. Ну, если речь про книги, то да. То есть там ты себя чувствуешь комфортно. В своей среде. Как тебе, вот, допустим, такой момент, как ранний подъем? Но сегодня я проснулся в 6, обычно попозже. Но ничего, бодро встал, пришел, готов. То есть видно, ты прям светишься, улыбка на лице такой. Ну, сложно вставать, когда темно, но я думаю, со временем мы все к этому привыкнем. Ну, а вообще, вот расскажи немножечко о своей профессии, да, такой вот, ну, не очень интересная профессия. Как ты пришел вот в библиотеку? Я работал сначала в библиотеке в Петербурге. Здесь я работал в Якутске и преподавателем, и учителем. И все время вокруг книг как-то у меня происходила деятельность. И когда меня позвали в библиотеку, я подумал, ну, просто выдавать книги мне не хочется. Но мне сказали, ты будешь делать подкасты, YouTube, вот эти все вещи классные. И тогда я согласился. То есть ты нашел себя в этом, Да. Преподавательская деятельность ушла в сторонку? Ну, немножко я ее в сторонку отклонил, да. Ну, то есть пока ты работаешь вот в своей сфере, да? И мне нравится рассказывать людям про книги, рассказывать, как меняется литература. Недавно приехал с мастерской Захара Прилепина. Но я знаю, что ты еще сам пишешь. Да, у меня 2 книги есть, одна здесь, одна в Москве. И от меня уже требуют трилогию весной. Потихоньку пишу в свободное время. Да что, вот, то есть такой молодой автор, да, ты? Ну, фэнтези, фантастика в основном, Фантастика. да. А вообще откуда черпаешь идеи? Ну, редко встретишь вот молодого человека, который пишет фантастику. Вот сидишь, спишь, проснулся и быстренько 3 строчки написал? Или прям думаешь об этом, думаешь, целенаправленно идешь к этому? На самом деле их не так мало. Если знать, в какой среде они крутятся, удивишься, как много их в России. Их мало в Якутии, да, всего 2-3 человека фантастику пишут так откровенно. Но мне кажется, что сама жизнь дает. Вот то, что мы здесь сидим, то, что я здесь ведущий, уже дает какие-то мысли мне, как создать какой-то рассказ. Да ты что, то есть я, может, попаду в твой рассказ какой-нибудь Может фантастический? быть, очень может быть. И также я буду слышать какой-то магический голос из другой комнаты. Вот так, да? То есть, может быть, мой голос станет, да, участником твоего Может быть, следующего может быть, произведения. Очень интересно. Ну, а какие последние новости в Национальной библиотеке у нас? В Национальной библиотеке очень много движа. У нас сейчас библиотекари недавно проходили стажировку в библиотеке Ельцина. У нас была русско-белорусская конференция, где наши библиотекари тоже участвовали. Сам я еще, повторюсь, приехал с мастерской Захара Прилепина, где был в качестве писателя и сотрудника библиотеки, тоже брал интервью. Очень много происходит у нас также вокруг даты Олонхо. Мы знаем, что Олонхо в 2005 году включили в ЮНЕСКо.
И вот эта декада, она начинается, и я уже знаю, будет больше 60 мероприятий в нашей библиотеке. Прямо сейчас любой может зайти на сайт, и там есть классная выставка, где есть и с точки зрения науки Олонхо, и как она в искусстве выглядит, и как художественные тексты. Тебе вообще Олонхо интересно? Очень, конечно. Ну как, мне как жителю республики это не просто интересно, это некая такая-то часть нашей жизни и нашей истории, которую обязан знать каждый человек, кто живет в нашей республике. Не могу не согласиться. Ну и у нас готов следующий сюжет именно о том, как же будет проходить декада Олонхо в нашей республике. Олонхосуд в живописи. Имя художника Тимофея Степанова неразрывно связано с эпическим наследием народа Саха. В честь юбилея народного художника Якутии в Национальном художественном музее открылась выставка «Волшебный мир Олонхо». За каждым поворотом экспозиции новый захватывающий сюжет. Расшифровать их в полной мере, а значит постичь национальные истоки, при жизни помогал зрителю сам автор. Он всегда был открыт диалогу. Художник сам проводил всегда экскурсии по своим выставкам. Он расшифровывал вот эти вот сюжеты, а люди, естественно, он их как бы отправлял к первоисточникам. То есть в какой-то мере художник явился как бы учителем для граждан своей республики. Рассматривать полотна Степанова можно часами. Множество лиц, деталей, переплетений времен и сюжетов. Он овладел языком эпического повествования, богатым и многослойным. Четкая композиция картин сродни стройности поэтических строф. Идеальная геометрическая форма – это круг. И вот здесь мы видим вот этот вот круг, вся композиция, она как бы заключена в круг. А когда она еще, кроме того, обрамлена еще и квадратной рамой, это уже как бы двойная идеальная фигура получается. Вот. Юбилейный вечер памяти в Национальной библиотеке Якутии собрал друзей и соратников художника. Долгожданным событием стала презентация книги воспоминаний. Также в стенах библиотеки открылась выставка работ художника. А картина «Благословение» в честь юбилея передана в библиотечный фонд. Она станет первым экспонатом будущей картинной галереи «Пушкинки». Здесь место, где творческая молодежь, да и вообще вся молодежь, интеллигенция, будущее Якутии нашей черпает свои знания, место и источник вдохновения. Национальная библиотека Якутии к юбилею художника подготовила библиографический указатель. Новое издание отразило творческое и интеллектуальное наследие Тимофея Степанова. Он создал более 200 картин. Кроме того, выпускник Академии художеств при жизни был единственным на Дальнем Востоке реставратором живописи и продлил жизнь 300 картинам. В указатель вошли также статьи и книги о творчестве художника. Татьяна Павлова, Петр Егоров, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Мы видим, что это отличная часть декады Олонхо. И действительно, картины Тимофея Степанова, мне кажется, это огромный вклад в развитие культуры всей Якутии. И знаковая дата – 80 лет со дня рождения народного художника. А мы поздравляем всех его близких, да, с такой красивейшей датой. И мне кажется, это одно из самых ярких событий декады Олонхо обязательно. Я думаю, наши жители Якутии в этом убедятся. Но а вообще, если честно, праздников у нас, Максим, бывает очень много. Да. Именно поэтому в нашей программе есть постоянная рубрика «Даты и события». Ух ты! Да, мы постоянно любим говорить о праздниках, а почему бы нет? Вот порой утром просыпаешься, включаешь телевизор, а здесь тебе ведущая говорит: сегодня день, допустим, сладкого пончика. Да, это классно, когда ты с утра заранее знаешь, чему будет посвящен день. Да, и то есть можешь сразу же уже своего близкого поздравить, сделать приятное, пусть, может быть, словом, а может быть, делом. И поэтому, я думаю, рубрика эта такая несет свой определенный вклад, Да. знаешь, такое в утреннее настроение. Ну так вот, например, сегодня, 27 ноября, отмечается Международный день гитариста. Поэтому, если среди ваших близких есть музыкант, который владеет искусственной гитарой, я думаю, можно сегодня его поздравить смс-очкой и сказать: сегодня у тебя праздник. Очень важный для России, я думаю, день, потому что у нас гитара такой культовый инструмент музыкальный. Да, также, допустим, сегодня отмечают День морской пехоты. Тоже Еще очень... одна важная дата для России. Конечно, обязательно. Те, кто к этому, так сказать, относятся, я думаю, тоже обязательно
отметят, либо хотя бы поздравят. Я да? думаю, морская пехота и гитара – это вещи, в принципе, совместимые. Мы можем представить себе морского пехотинца с гитарой. Все верно. Ну а какие еще даты и события отмечены сегодня в календаре, давайте узнаем далее. На календаре 27 ноября. Сегодня отмечают День морской пехоты России, День оценщика, Киберпонедельник. По народному календарю Филипповка, Заговенье. Вечером на Филиппа девушки занимались гаданием, они оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, завяз суженого, заговица. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха. С Филипповок начинались бабьи засидки, женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, а при этом пели тихие песни и беседовали. Также на Филиппа было принято выносить во двор еду, она предназначалась духом, оберегающим домашних животных. В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Этот день в истории. В 1705 году издан указ Петра I о создании первого в России полка морских солдат. В 1888 в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади. Сегодня это ГУМ. В 1922 в денежном обращении Советской России появились новые банкноты – советские червонцы. В 1971 впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект. В этот день родились в 1939 году Галина Польских, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. В 1940-м Брюс Ли, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств. В 1951-м появилась на свет Вера Фишер, актриса. В 1963-м родился Владимир Машков, советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист России. В 1979 году родилась Виктория Боня, актриса. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, а также Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп. Поздравляем с Днем профсоюзного работника в Республике Саха-Якутия. Профсоюзы сильны объединением людей, преданных своему делу, смело отстаивающих законные права и интересы работников, лидерами с твердыми убеждениями и высокой ответственностью. В основе настоящих и будущих достижений профсоюзов сплоченность и солидарность. И именно этой теме сегодня мы посвящаем нашу первую часть эфира. И у нас в студии утренний гость. Это Евгений Андреевич Чекмарев, ветеран труда. Доброе утро. Доброе утро всем. Евгений Андреевич, Спасибо. неспроста мы пригласили вас, да, потому что вы напрямую имеете отношение к этому замечательному дню, Дню профсоюзного работника. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. А вот как вы пришли в это движение? Ну, началось мое движение в далеком 1972 году, когда я после распределения Кировоградского летно-штурманского училища попал в аэропорт Алекминск. Ну и тогда коллектив службы движения выбрал меня председателем. Но это было начало моей профсоюзной деятельности. То есть я совмещал работу и общественную деятельность в качестве председателя профсоюза службы движения. Ну а дальше пошла уже работа. Я потом переехал в аэропорт Якутск, перешел в службу движения, работать диспетчером. Ну и там также коллектив меня выбрал председателем профсоюзного комитета. И я проработал в профсоюзе Объединенного профсоюза авиационных работников, председателем профсоюзного комитета 10 лет. Вот так. Да, 10 лет, это была большая работа, но тогда были совсем другие обстоятельства, другая была жизнь. Вы сами знаете, профсоюз, школа коммунизма. Это, значит, было направление культурно-массовой, спортивной работы. Это была такая активная деятельность, особенно в профсоюзах авиаработников. Вы, наверное, помните, что профсоюз был когда сторонником проведения культурно-оздоровительных мероприятий всех. У нас был свой профилакторий Чкалов. У нас был пионерский лагерь «Сокол». То есть мы гордились тем, что у нас есть такие вот именно здания, сооружения, такие у нас учреждения. То есть мы оздоравливали личный состав без отрыва от производства или с отрывом от производства. То есть работа у нас была направлена на все, чтобы коллектив работал творчески и, конечно же, производительно.
Вот, Евгений Андреевич, а профсоюзы сегодня и профсоюзы тогда, как вы уже отметили, да, это немножечко уже, ну, нельзя их сравнивать, да, век у нас совершенно другое, время идет, да. Охотно ли сегодня молодежь идет в профсоюз? Вы знаете, для того, чтобы профсоюз охотно пошла в профсоюзы, надо молодежь заинтересовать. А вы сами знаете, в наш век электроники, гаджетов – это очень непростая задача. Но, тем не менее, есть у нас советы молодых специалистов, которые занимаются этими вопросами. Молодежь идет, и мы, как уже взрослое поколение, имеющее опыт, мы, конечно же, стараемся их привлечь. Не просто, но эта работа идет. Вот как раз у меня вопрос, Евгений Андреевич. Как вы осуществляете преемственность? Как передается вот это знание профсоюза молодым участникам? Вы знаете, это вообще непростой вопрос. Потому что раньше, вы, наверное, помните, у нас и с профсоюзной деятельностью, и с профессиональной деятельностью, как бы это все сочеталось. У нас был целый такой пласт наставников. И эти наставники, они не только воспитывали профессиональный уровень молодых специалистов, но и подталкивали их на необходимость вступления в профсоюз. У нас же профсоюзы – это огромная сила. В авиации у нас 99% работников состояли в профсоюзах авиационных работников. Представляете, насколько это была сильная такая масса народа, я считаю, такой сильный коллектив, который мог осуществить очень много. То есть поэтому вот сейчас надо и идти в том направлении, чтобы молодежь вовлекать. Я, допустим, как только моя внучка пришла на работу, сразу же ей рекомендовал вступить в профсоюзы. Порекомендовали? Да. Не заставили? Просто Я не могу сказали. заставить, Да, потому что сейчас абсолютно другое время. Да. Но я думаю, Сами что, знаете. сейчас будет складываться такой более гармоничный новый образ, и вы влияете на молодежь. Может быть, они, по вашим советам, построят новую сильную модель профсоюза? Вы знаете, уже настолько за 100 лет работы профсоюзов на территории Республики Саха-Якутия было различных опытов, различных мероприятий. Я думаю, что профсоюз уже отсовершенствовался на высоком уровне. Поэтому что-либо вот внедрять на нашем сейчас опыте, это, конечно же, надо знать, чем дышит наша молодежь. Поэтому, конечно же, это непросто. А сами знаете, что вот та цифровизация, которая произошла, вот надо ее использовать, чтобы заинтересовать нашу молодежь именно в использовании вот этих цифр на благо нашего общества. Евгений Андреевич, а если вспомнить, все-таки мы говорим о том, что профсоюзный работник – это творческий человек, да? Это мероприятия, это какие-то праздники, это какие-то акции, да? А вот на вашем опыте, помните ли вы какое-то вот яркое событие из вашей профсоюзной жизни, которое навсегда отложилось в вашей памяти, где вы с гордостью могли вспомнить, что вот я являюсь профсоюзным работником? Знаете, у нас же была очередь на жилье. То есть мы распределяли квартиры профсоюзным комитетом, мы контролировали очередность получения жилья. И наступил момент, когда у нас сдались 2 дома, в аэропорту, и вдруг очередь исчезла. Понимаете, ее не стало, очереди на получение жилья. И я тогда, как вот председатель профсоюзного комитета, даже как-то был немножечко озадачен. А где работа? Да, а где вот эта очередь? А куда она делась? Она просто исчезла, потому что 2 дома заселились Полностью нашими закрыли работниками. эту очередь, Конечно, да? и все. И понимаете, и какое было счастье у людей, что они получили квартиры. То есть, да, еще и они были молодыми специалистами. Но у многих был небольшой опыт работы. И, конечно же, это вот оставило такое неизгладимое, яркое впечатление. Интересно, а вот еще есть вопрос. Вы сказали, что чтобы работать с молодежью, нужно понимать цифровые технологии. Профсоюзы, они как-то уходят в это, они снимают контент, они делают, может быть, видеоряд какой-то, чтобы понимать Обязательно. молодежь. Обязательно. Сейчас, и вот, допустим, жалко, что не смог прийти наш председатель территориального комитета профсоюзов авиаработников. Он как раз и занимается этим. Он молодой, энергичный, поэтому он там весь уже и живет именно вот в этой среде. Поэтому, я думаю, у него все получится. И он делает какой-то контент, который молодежь смотрит. Конечно, Конечно. конечно. Много да. со временем. Он и зажигает, он проводит на хорошем уровне какие-то тематические вечера. То есть вот последний вечер был тематический 105-летие со дня рождения нашего Валерия Ильича Кузьмина, заслуженного пилота. Ну, нашего, я считаю, профессионала из профессионалов среди авиаторов. Здорово. Евгений Андреевич, у вас есть уникальная возможность поздравить сегодня всех своих коллег с этим замечательным праздником. Знаете, все-таки мне пришлось поработать
в комиссиях различного уровня, в трехсторонней комиссии при правительстве республики. И я всегда вот вижу, что профсоюзы именно республики, они активно работают во всех направлениях. Поэтому я бы хотел, чтобы вот именно эта активная жизнь оставалась, чтобы профсоюзы задавали тон нашей жизни, чтобы они были впереди. Поэтому всех с праздником, с Днем профсоюзного работника. Ура! Спасибо. Спасибо большое. Мы поздравляем вас еще раз и желаем вам здоровья, вот этого оптимистичного духа и вот этой какой-то позитивной энергии, которую, возможно, в принципе, дали вам вот те годы, когда вы возглавляли профсоюзное движение вашей компании. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Ну а мы движемся далее. Да. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Сегодня почти у каждого есть автомобиль, в некоторых семьях их несколько, но купить автомобиль в салоне не каждому по карману, новый автомобиль, поэтому многие покупают подержанный за относительно небольшие деньги. История известная, соблазн велик, а там, где есть речь про деньги, про немалые деньги, всегда присутствуют граждане, которые желают завладеть чужими деньгами, и при помощи юриста можно сократить вероятность мошенничества и завышения рыночной цены. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня поговорим о хорошем, а именно о покупке своего верного коня. Да, покупка автомобиля – это событие для любого человека, но нужно быть внимательным. Очень часто распространен вариант, когда буквально на коленке заключают договор купли-продажи автотранспортного средства и пишут там, грубо говоря, 2000. Это делается для того, чтобы не подавать декларацию о доходах. Это было бы так, но есть одно но. Первое. Если в последующем вы не прописали техническое состояние автомашины, все ее недостатки, вы не прописали, что где-то есть царапинки, где-то повреждения, что покупатель осмотрел транспортное средство, что он согласен, что вот эти недостатки, они были на момент приобретения, он их видел, что он прошел с вами вместе диагностику этой автомашины, что никаких претензий он не имеет, то получается следующим образом. Вы продали автомашину, через какое-то время покупатель к вам обращается, говорит, что неожиданно выявил, что есть дефекты, которые якобы он не заметил и не мог заметить, и здесь уже вы начинаете доказывать, что эти дефекты были видны и что их легко визуально установить, для этого не нужно специальных знаний и так далее. Если это не было прописано в договоре, более того, если удастся расторгнуть этот договор, то, соответственно, конечно, вроде бы хорошо, вы 3000 должны вернуть, да, а вам автомашину, но тем не менее будет второй вопрос возникать уже для покупателя, если требования обоснованные, да, возврате автомашины, как же вернуть все свои деньги, которые ты заплатил, если правда у машины выявились дефекты. То есть с этим договором работать очень сложно. Желательно, чтобы в договоре была прописано, что действительная стоимость, чтобы был шанс вернуть денежные средства. Второй момент. Должно быть описание транспортного средства, то есть четкое описание, в каком состоянии, в каком виде, в каком месте, в какое время вам это транспортное средство передали. То есть если вам его передавали в 10 часов вечера зимой в темноте, вы так и прописываете, что вы не могли осмотреть транспортное средство на повреждение лакокрасочных элементов в связи с тем, что было темно, да, не было возможности, поэтому визуальный осмотр именно корпуса автомобиля там будет произведен позже, в такое-то время. Если вы без технического осмотра, вы так и пропишете, что я приобретаю машину без технического осмотра, моих знаний недостаточно, но визуально дефектов не обнаружено. В последующем, если дефекты при, допустим, проверки у специалистов будут обнаружены в течение 2 месяцев после продажи, обязуются возвратить какую-то сумму или компенсировать ремонт таких-то частей. То есть это все нужно прописывать. Приобретайте все грамотно и хороших вам покупок. Конечно, судебные разбирательства – это не совсем приятно. Порой они вызывают у нас и стресс, и усталость, и нервозность, что может довести, к примеру, до бессонницы. В нашей новой рубрике «Ароматы утра» мы разберем, какие аромамасла помогут нам расслабиться и вспомнить, что же такое крепкий сон. Всем привет! Хотелось бы, как всегда, пожелать доброго утра всем, но, к сожалению, утро не всегда бывает добрым, особенно для тех людей, которые страдают бессонницей. И, конечно, и в этом случае нам могут помочь аромамасла. И первое всегда на ум приходит такое аромамасло, как лаванда. Лаванда имеет
очень приятный, натуральный, холодный и свежий аромат. Часто бывают соли для ванн, пены, что-то детское, именно с этим ароматом. Также аромат, который оказывает успокаивающее и снотворное действие, это мелисса. Мелисса — это лимонная мята. И пахнет этот аромат очень мягко и нежно. Третий аромат, который может спасти вас от бессонницы, это мята. Но сразу возникает вопрос, куда же наносить эти ароматы перед сном? В этом нам могут помочь арома-саше. Их очень легко сделать самостоятельно дома. Для этого вам понадобится мешочек из натурального материала, такого как лен или хлопок. Этот мешочек можно наполнить всем, что хорошо впитывает ароматы. Например, морская соль, разные сухие травы, сухие лепестки цветов, кора деревьев или даже просто маленькие кусочки синтепона. Вы кладете этот наполнитель в мешочек, добавляете несколько капель масла, завязываете его и кладете возле своей кровати на прикроватную тумбочку или под подушку. Еще один вариант арома-саше можно сделать из воска. Вы можете купить натуральный соевый или кокосовый воск, расплавить его на водяной бане, в остывший, но еще жидкий воск добавить несколько капель ароматического масла и потом залить его в форму или сделать из этого саше свечку, которую вы будете зажигать. И если вы будете использовать деревянный фитиль, то еще и вас будет встречать такой приятный треск, как будто вы сидите у камина. Итак, ароматы для крепкого сна – это мелисса, лаванда, мята. Желаем вам всем крепкого сна, тогда и ваше каждое утро будет добрым. Замечательные слова. Действительно, крепкий сон – это залог вообще здоровья организма каждого человека. Поэтому я думаю, если вдруг случилось так, что есть какие-то проблемы, вот, пожалуйста, аромамасла, аромасаше положил под подушечку, и, в принципе, можно избавиться и без лекарственных средств. Тем более сегодня, я думаю, ароматы – это не только духи и одеколон, это вообще очень широкий спектр. И об этом многие говорят. Хорошо, что такая рубрика у нас есть. Да, это совершенно новая рубрика, потому что, знаешь, как ты и сказал, ароматы, они же присутствуют везде. Это и быт, это и косметика, это и профилактика различных заболеваний, да и вообще даже вот существует аромат зимы. Вот для тебя Для это меня, что? наверное, это мандарины, запах свежей елки, если мы говорим не о пластиковой елке, может быть, запах оливье. Вот так, да? То есть вот, у оливье тоже есть запах, ты думаешь? Я да? думаю, если он хороший, то да. Так, хороший запах, да? Но ты знаешь, а у меня сразу на памяти всплывает такая история, вот во многих деревнях, поселках, да, зимой люди вывешивают вещи вот после стирки на улицу, да, потом, значит, они их заносят домой, они стоят вот так колом, но это делается не для того, чтобы белье высохло быстрее, логично, а именно для того, чтобы потом от твоего белья пахло именно вот свежестью. Я вообще в первый раз об этом слышу. Да что ты, можешь заметить, до сих пор у многих жителей республики на балконе висят вещи именно для того, чтобы вот домой нести кусочек этого запаха. А я думал, они так делают, потом быстро начинается зима, они не успевают их собрать. Нет. Вот есть же даже такой аромат, как морозная свежесть. Ага. У жвачки Я есть думал, это такой. ход рекламный такой. Нет, это есть морозная свежесть. Да и вообще для жителей Якутии, мне кажется, ароматы – это определенная часть жизни, которую нужно вот просто замечать. Да. Замечать. И вообще зима – это отдельный период жизни, когда нам любой аромат может просто исправить настроение. Период жизни, ты правильно сказала, полгода. Полгода, да. Ну и вообще зимой что, ассоциации какие? Вот сейчас чем занимаются жители республики? Работают. Работают. Помимо работы еще обязательно. Я понял, ты имеешь в виду сейчас, в это время очень важно заготовить что-то, да, на весь год. Кто-то там делает соление осенью, а кто-то, наверное, лед заготавливает. Действительно, вообще лед для нас, якутян, это отдельная тема, это источник воды, и традиционно его заготавливают в начале зимы, когда озеро уже замерзло, а снега еще совсем мало. Вода из льда считается самой чистой, так как вся грязь оседает внизу, а лед прозрачный становится и без всяких примесей. Такая вот вода очень полезна и вкусна. У нас люди даже на лето оставляют ее и хранят в специальных больших бочках. Добыча льда требует большой силы и сноровки. В одном блоке льда примерно 40 литров воды. Например, небольшой семье из 2 человек на зиму необходимо заготовить около 80 блоков льда. Чтобы добыть лед на одного человека, нужно работать целый день. Вау.
А ты когда-нибудь был на заготовке льда? Ну, единственное, что каждый год я помогаю деду этот лед, когда ему привозят, он его грузит в подполье, ну вот туда, в погреб. И я всегда удивляюсь, куда ему столько льда, огромные глыбы, но на самом деле он потом очень долго его использует, этот чистый лед. Ну, то есть сам процесс ты не... И куда-то ездить, пилить этим не занимаюсь, я только транспортировкой занимаюсь, помогаю деду всегда с родственниками. Здорово. Но все равно, можно сказать, ты приобщился к культуре народа Саха. Там самое сложное не уронить его на ногу, потому что действительно, ты правильно сказал, эти глыбы, они довольно травмоопасные, надо быть осторожным, они еще гладкие, и надо его чистить, чтобы лед был чистеньким. Мне кажется, это здорово, что у нас есть такая традиция, которая передается из поколения в поколение. Да. Начинает холодать, и в Якутии наступила та самая пора, когда необходимо заготавливать питьевой лед. А сегодня мы едем по приглашению администрации села Тулагина на традиционную заготовку льда. Дорога до села Тулагина со столицы Якутии, города Якутска, пролегает по новому асфальтированному Намскому тракту и занимает 40 минут времени в пути. Село Тулагина является центром Тулагино-Кильдямского района и расположено также на левом берегу реки Лена в долине Туймада. Тулагина – небольшое село, но очень современное и компактное. Население преимущественно занимается животноводством, а именно мясомолочным скотоводством и мясным табунным коневодством. Развито также овощеводство, но и не только. Уровень урбанизации довольно велик за счет того, что село является частью городского округа город Якутск. И именно здесь мы сегодня будем заготавливать питьевой лед. Мы приехали в село Тулагина и заметили на протоке людей, которые занимаются заготовкой льда. Основная цель заготовки льда, как и мунха, как и кюлей, оценокошение, это является воспитание подрастающего нашего поколения, чтобы они знали, чем занимались наши предки, что такое пешня, что такое заготовка льда и как им орудовать. И у нас заготовка льда традиционная в нашем наследии. А с прошлого года у нас, как вы все знаете, идет специальная военная операция, и мы заготавливаем семьи, помимо одиноко проживающих людей, которые мы постоянно заготавливаем для них. Мы для семей наших воинов, наших героев мы заготавливаем, чтобы они чувствовали, что мы наслед его земляки едины, мы их поддерживаем. Заготовка льда перед зимой – это традиционный способ заготовки чистой пресной воды на всю продолжительную зиму и создания самодельных холодильников для собственных нужд. Традиционная заготовка льда представляет собой трудоемкий процесс, направленный в современных реалиях больше на экопросвещение и сохранение традиционной бытности. К тому же данное мероприятие представляет собой процесс объединения наций и проявления солидарности. Для заготовки льда есть системный подход, то есть некоторые люди расчищают поле, то есть лед, для того, чтобы было удобно лед таскать. Часть населения занимается непосредственно распилом. Часть народу специальными средствами, такими как печня, выдалбливают лед определенными прямоугольниками, чтобы можно было спокойно это загрузить в машину, и развести по всему селу. Сейчас, получается, раскололась вся линейка. Я же, в свою очередь, попробовав работу данным видом орудия труда, с непривычки сильно устал. И из-за отсутствия навыка чувствуется тяжесть.
Сразу зато становится понятно, что для массовой заготовки льда требуется большое количество участников процесса и пересменка. После плодотворной работы так приятно отведать горячего блюда, да еще и в такой приятной компании. Кстати говоря, на улице сейчас температура воздуха минус 15 градусов по Цельсию. И несмотря на прохладную погоду, наш импровизированный шведский стол организован по-якутски, прямо на улице. Всем комфортно и тепло, ведь труд согревает. Но и по якутским меркам еще тепло, ведь впереди долгие холодные дни за минус 40. И, соответственно, сейчас можно насладиться приятными зимними деньками на свежем воздухе. Сегодня у нас на полевой кухне борщ. Первое, второе. Я вот себе выбрал борщ, буду сейчас пробовать. Вкус бомбический, особенно после тяжелого труда. Перекусить горячей еды – это самое замечательное, что может быть. Получается, лед раскалывается, большой лед раскалывается на маленькие куски, загружается в машину и дальше едет на доставку. Заготовив лед, мы сейчас едем разгружаться. Вот уже доехали до села Капитоновка. Действительно, заготовка льда – это целый промысел. И как мы знаем, что лед может в разных формах представать. И все мы, конечно, зимой ожидаем увидеть лед красивым, ожидаем увидеть какое-то искусство. И сегодня, 27 ноября, стартует международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Пройдет он в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Подробнее мы будем говорить на эту тему с Полиной Левиной, главным специалистом Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска, а также с уважаемыми гостями, которые прибыли к нам из далекой Монголии. Это участники международного фестиваля. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Полина, первый вопрос к вам. Расскажите немножко про фестиваль, ну и в частности вот про конкурс, именно посвященный скульптурам, снежным скульптурам. Доброе утро. Наш конкурс уже с сегодняшнего дня начинается. Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Оно пройдет в 3 этапах. Первый этап пройдет сегодня на площади Орджоникидзе. Хочу всех пригласить. С 10 часов утра у нас пройдет торжественное открытие праздника. И горожане могут воочию увидеть работу скульпторов, как они производят, как они работают с 9 до 7 вечера сегодня. Площадь Орджоникидзе. Ждем всех горожан. С завтрашнего дня конкурс пройдет в Ледовом городке в 2 этапах. Конкурс снежных скульптур и ледовых скульптур. Общие участники 20 команд. К нам приехали сильнейшие команды, 3 сильнейшие команды из Монголии. Приехали 2 команды из Хабаровского края, Республики Тыва, с города Якутска. И 9 команд будут с улусов нашей республики. Участников очень много, да? Участников очень много, и заявок было очень много. Мы выбрали самых лучших работ и самых сильных мастеров. Хотелось бы задать вопрос Алтан Багану. Какая самая удивительная, самая такая скульптура, запоминающаяся была среди всех, которые вы видели? 무슨 대구리 와가지고 이제 수원 것처럼 где-то интересы, но там я говорю, вот вы знаете, как раз они вот с Монголии 3 команды приехало, 6 человек, и первое впечатление, что они вышли с поезда, как раз увидели этот снег свежий, как раз, и еще они через реку приехали на
Подушки. подушки. Ага. Вот это, говорит, такое впечатление, как будто это интересно, первый раз, говорит. Первое, да? Ага. А как насчет погодных условий, да? Ведь, наверное, в Монголии вы работаете немножко, знаете, в условиях помягче, а не в минус 30. Страшен ли ему холод? Боится ли холода? Хүйтнээс айж байна. Үгүй хүйтнээс монголч бас цагаагаар бас хүйтэн үедээ хүйтэн дулаав хийдэг улаан байдаг болохоор биднийх бас нэг тийм нөгөө сонсож байхдаа 30-40-50 градус хүрдэг гэдэг хүйтнээс нь бас дотор айжсэн яг ирээд ингээ яасан тийм бас яг одоогоор нөгөө бас гадаа юм хийж үзээгүй байгаа ч бол тэр ойрхон зур орж байгаа тэр нэг Когда первый раз слышишь, что там холодно, предупредили, что холодно будет. Но Монголия, говорит, тоже сейчас 28 градусов. Ага. Поэтому, говорит, как приехали, вот чувствуем тут нормальные погодные условия. Вообще классно. У меня вопрос к Полине. Сейчас будут скульптуры, вы сказали, уже сегодня начинаются на площади Орджоникидзе. Много ли мастеров зарегистрировалось и будет ли ажиотаж в этом году вокруг этого прекрасного искусства? Да, 29 заявок уже было подано. Члены жюри и организаторы выбрали самые лучшие. У нас сегодня на площади Орджоникидзе будет на тему 8-е спортивные игры «Дети Азии». Вы увидите их участников работы до февраля месяца. Но мы знаем, что наших мастеров, да, Якутии знают не только, да, на территории нашей республики, на Дальнем Востоке, да, да даже по России. Да, наши мастера ежегодно занимают призовые места на различных фестивалях. Да. Вот интересно узнать у гостя из Монголии, видел ли он работы якутских мастеров и вот считает ли их он серьезными конкурентами? Якутия это мастер тандайх олон газар оролцож байсан те олон улсын тэмцээнд энэ монголчууд олон улсын тэмцээнд оролцсноос гадна энэ манай мастеруудын одоо яг бүтээлийг үдчихсэн урд нь гэж асууж. Энэ тийм мастер. Тэ. Тем. Я, говорю, еще первый раз говорю. Не видел ничего? Не видел еще, говорю. Сегодня увидим. Да? Тем более для него будет удивительно сразу погрузиться в такую среду. А идеи разрабатывают они сами для себя или вы даете определенное направление? Вот все-таки международные игры «Дети Азии» — это тема-то обширная, а мастер имеет право выбрать любой, ну, допустим, сделать символ, да, «Дети Азии». Да, мы даем определенную тему, вокруг этой темы они могут эскиз сами отправлять, нарисованные эскизы, и мы от этого уже выбираем, которые к нам подходят и которые к ним, чтобы ближе было. То есть скульптуры будут находиться на площади Орджоникидзе, в Ледовом городке и в Ледовом городке. И Ледовом городке, то есть две локации у нас. Две локации. Ну а когда будет финал, когда уже все будет с подсветочкой, так все красиво, готово? Работы все завершатся 3 декабря. Мы победителя узнаем 3 декабря в КИСе имени Гагарина, Центр культуры имени Гагарина, в 3 часа дня. Команды все готовы, команды очень сильные, и пусть победит сильнейший. Будем с нетерпением ждать. Да. Спасибо большое, Балдорш Алтанбаган. Добро пожаловать в Якутию, конечно, да. Мы надеемся, что вы сможете показать свое мастерство, ну и, конечно, передать свой опыт и перенять опыт у наших искусственных мастеров. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Льготные ипотечные программы в определенной схеме будут сохраняться после 1 июля следующего года. Об этом рассказал министр строительства Эрик Файзулин. Напомним, льготная ипотека на новостройки должна завершиться в июле. Тогда же завершается основная часть семейной ипотеки. Далее оформить кредит смогут лишь семьи с детьми-инвалидами. Пока окончательно рано говорить, что будет с льготной ипотекой на новостройки после 1 июля, сказал Файзулин. Льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться, подчеркнул он. Однако вариантов пока много, но окончательных решений нет, отметил министр.
За 9 месяцев гражданство или вид на жительство других государств получили около 68 тысяч россиян. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Чаще всего россияне получали гражданство Израиля и Турции. Так, 38 тысяч граждан уведомили МВД о наличии гражданства других стран, а 30 тысяч сообщили о получении права на постоянное проживание. Речь идет о таких странах, как Израиль, Турция, Армения, Германия, Арабские Эмираты, Украина, Испания, Финляндия, Казахстан, Грузия, Кипр и США. Министерство просвещения России надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и истории для 5-9 классов в новом учебном году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также ведется разработка государственных учебников по русскому языку и литературе. По словам министра, Минпросвещения считает необходимым наличие госучебников не только по 6 предметам, охваченным единым стандартом преподавания. Это русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности, но и по остальным школьным дисциплинам. Информационный марафон о детском аутизме завершился первой встречей группы поддержки родителей и детей с расстройством аутистического спектра. На встрече выступила нутрициолог Татьяна Лифу с советами о полезных пищевых привычках детей. Также поделились своим опытом мамы детей с аутизмом Елена Егорова и Ксения Слепцова. Группа поддержки создана для того, чтобы родители могли поделиться своей проблемой с другими, узнать что-то новое, а также находить в себе силы для борьбы. Как подтвердил руководитель группы поддержки, в дальнейшем планируется проводить такие встречи раз в месяц. Такие группы поддержки очень полезны и необходимы родителям, чтобы они не оставались один на один с этим диагнозом. Информации об аутизме достаточно много, но она очень противоречивая. И вот опытные родители могут дать уже более конкретный совет, и можно будет поделиться о своем психологическом состоянии в узком кругу родителей, которые уже проходят такой же путь, как и мы все. В конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» в этом году примут участие представители регионов России, Монголии и Китая. Международный конкурс пройдет в Якутске с 27 ноября по 3 декабря в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Торжественное открытие международного конкурса и парад намечен на сегодня на площади Орджоникидзе в 10 часов. После открытия там же проведут блиц-турнир по ледовым скульптурам. В этом году тема «Спортивные игры. Дети Азии». По традиции основной конкурс проведут в ледовом парке «Северное сияние» в 202-м микрорайоне. Темой для ледовых скульптур в этом году выбрали «Мир будущего». К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Предлагаем вам астрологический прогноз на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Кого же ждет финансовый взлет, а кого признание в любви? Вселенная готовит несколько испытаний, благодаря которым представители знаков смогут встретить зиму во всеоружии. Овен. Немного спокойствия в последнюю неделю осени никому не помешает. Еще недавно вы кружились в водовороте забот и проблем, как белка в колесе. Теперь белка вас отпустила, и звезды предлагают примерить на себя роль морского котика. Наслаждайтесь ничего не деланием. Если не на морском берегу, то хотя бы в обнимку с пледом и чашечкой горячего чая. Телец. У вас намечается отличная рабочая неделя и головокружительные выходные. Босс буквально гладит по головке, приговаривая, какой вы молодец. Окружающие с радостью идут на контакт и помогают в делах. Сначала вы подумаете, что находитесь в параллельной вселенной, ведь так не бывает. Бывает, когда звезды на твоей стороне. Пользуйтесь моментом и зажигайте в этот уикенд. Близнецы. Ждете, не дождетесь, когда Дед Мороз положит подарки под елку. Сюрпризы судьбы начнут сыпаться вам на голову еще до наступления праздников. Незапланированные денежные поступления, долгожданные гости, приятные презенты. Главное – распорядиться дарами звезд правильно. Рак. На этой неделе вы обретете долгожданный покой. Вы будете здоровы и сможете наконец-то завалиться на диван с любимой книгой, с пледом в обнимку. Ну или не с пледом. Лев.
Побудьте революционером на этой неделе. Новаторские идеи и нестандартный подход к делам помогут добиться целей. Стереотипы не для вас. Звезды подарят вдохновение, подкинут пару-тройку свежих идей и креатива. Вам останется лишь использовать их по назначению. Дева. Звезды говорят, что у вас появился шанс растопить лед в отношениях, даже если в них наметилась трещина. Вы можете взять раствор любви и зашпаклевать ее. Проявите инициативу и удивите любимого человека. Вместо очередной порции претензий подарите ему романтическую ночь или хотя бы вкусный ужин при свечах. Весы. Не удивляйтесь, если прохожие будут улыбаться, глядя на вас. И дело вовсе не в пятне на рубашке. Просто счастье заразительно. За окном хмурая погода, а у вас всю неделю безоблачное настроение. Вы сами себе синоптик. Слушайте и дальше голос сердца и наслаждайтесь эйфорией. Скорпион. Снимите уже свою маску безразличия. Приберегите ее на новогодний карнавал, а лучше совсем выбросьте. Пусть мир узнает ваши истинные чувства и намерения. Поделитесь с близкими своими переживаниями, признайтесь в любви и действуйте. Но только не путайте решительность с безрассудством. Не стоит высказывать начальству все, что думаете о нем, если только не хотите сменить место работы. Стрелец. Если чувствуете давление со стороны второй половинки, звезды наделят вас силами, чтобы вы смогли дать понять всем. Вам не навязать чужое мнение. Причем сделать это деликатно и никого не обидев. Козерог. События будут развиваться так быстро, что вы не заметите, как пролетит неделя. И, к собственному удивлению, успеете сделать много запланированных дел. Вы настоящий супергерой, а на выходных не помешает подпитать свою суперсилу где-нибудь в пабе или на отвязной вечеринке. Вы это заслужили. Водолей. Невинный флирт на работе может выйти за пределы офиса и стать достоянием общественности. Вы играете с огнем. Но кому как не вам под силу его затушить? Побудьте немножко режиссером и придумайте гармоничный сценарий происходящего, в который поверят все, особенно